На исходе 6 суток после обмена Андрея Бабицкого на 2 пленных российских солдат появилось первое свидетельство того, что корреспондент «Радио Свобода» жив. Минувшей ночью сотрудникам радиостанции при достаточно странных обстоятельствах была передана видеопленка, на которой записан краткий монолог журналиста. Из сказанного Бабицким можно сделать вывод, что его все-таки кто-то насильно удерживает. И сегодня же впервые чеченские представители взяли на себя ответственность за судьбу пропавшего корреспондента западной радиостанции. Все подробности расскажет Елена Погребишская. Видеозапись Андрея Бабицкого, как говорит на пленке он сам, сделана 6 февраля, то есть уже после того, как его обменяли на пленных солдат. Съемки сделаны явно домашней видеокамерой. Снимал не профессионал. Камера временами дрожит, иногда нет фокуса. Андрей выглядит уставшим и все время прижимает к лицу какую-то не то тряпку, не то грубый платок. 6 февраля 2000 года. У меня все относительно в порядке. Единственная проблема – это время, поскольку обстоятельства складываются так, что, к сожалению, вот сразу я домой попасть не могу. Ну, здесь нормально. Ну, настолько, насколько может быть нормально в условиях войны. Люди, которые рядом со мной, стараются как-то помогать. Единственная проблема, что хочется домой, хочется наконец, чтобы все это кончилось. Вот так вот. А так не волнуйтесь за меня, я надеюсь, что скоро буду дома. Пленка появилась при загадочных обстоятельствах. Все известные подробности изложила в интернете «Радио Свобода». 2 человека, назвавшие себя Алексеем и Майербеком, накануне вечером продали кассету «Радио Свобода» за $300. Приехали они в бюро на сером «Мерседесе» с замазанным грязью иностранным номером. На заднем сиденье машины были 2 телефона и 2 пейджера. Майербек был одет в форму МВД. Запись, которую купила радио, была 3-й или 4-й копией. МВД начало проверку всех обстоятельств появления кассеты. Правоохранительные органы особенно заинтересовались чеченцем в милицейской форме. Это сообщил руководитель управления информацией Министерства внутренних дел. Вообще же говоря о Бабицком, представители органов выражаются очень кратко. То, что касается судьбы самого Бабицкого, я еще раз могу подтвердить, что он жив, здоров. О том, что да, действительно был обмен. А все остальное мы с вами узнаем позже. На самом деле Андрей Бабицкий находится у полевого командира Асланбека Исмаилова. Такие данные сегодня опубликовала газета «Известия». Исмаилов по кличке Маленький – один из авторитетных командиров. У него небольшой отряд боевиков, который как раз собирается прорываться на соединение с другими. Всю эту информацию сегодня подтвердил так называемый спецпредставитель Аслада Маскадова Шарип Юсупов. По его мнению, боевики молчали о том, что с ними Бабицкий, чтобы их сигналы не запеленговали федеральные войска. Именно поэтому, говорит Юсупов, Маскадов ничего не знал, и поэтому заявлял несколько дней назад, что Бабицкого в Чечне нет. Связь с этим отрядом отсутствует, и они находятся в слишком близком соприкосновении с федеральными войсками, поэтому они боятся, в общем-то, связаться. Они сейчас будут уходить вглубь республики, чтобы оттуда попробовать переправить Бабицкого через другое государство, переправить его в Европу. Чеченцы собираются в конечном счете переправить журналиста через 3-й страны в Европу, чтобы, как говорит Юсупов, спасти его. Коллеги Андрея Бабицкого с «Радио Свобода» в это не верят. Такое ощущение, что чем больше появляется разрозненной информации об Андрее Бабицком, тем меньше возможности составить из нее общую картину. Видимо, полную правду сможет рассказать только сам журналист. Елена Погребишская, Сергей Григорян, ОРТ. Сегодня в Москве были опровергнуты появившиеся в последние дни сообщения о возможных скорых кадровых перестановках в руководстве ряда силовых ведомств. Главным кандидатом на отставку называли министра обороны Игоря Сергеева, но сегодня за него заступился исполняющий обязанности президента Владимир Путин. По распространившимся в Москве слухам, министр обороны Игорь Сергеев якобы подал рапорт об отставке на заседании правительства в прошлую пятницу. И рапорт этот якобы был принят Владимиром Путиным. На самом деле слухи об отставке Сергеева возникают с самого начала его работы министром обороны. Вот уже 2-й год и обычно по весне, в преддверии его дня рождения. Дело в том, что Игорю Сергееву 20 апреля исполнится уже 62 года. В свое время президент Ельцин специальным распоряжением продлил полномочия министра на этом посту, несмотря на то, что Сергеев вступил в пенсионный возраст. Сам министр сегодня заявил, что никаких рапортов об отставке не писал. Я не собирался. Наверное, кому-то нужно. Опять где-то, да, опять, значит, вот заронить какие-то сомнения, понимаете, посеять неуверенность в личном составе. Это чистой воды дезинформация.
Владимир Путин разговор об отставке Игоря Сергеева связывает с военной операцией в Чечне. Чем успешнее военные борются с боевиками, тем больше появляется слухов об отставке. Вообще Владимиру Путину приписывается не только принятие рапорта у Сергеева в прошлую пятницу, но и представление правительству якобы на том же заседании уже новой кандидатуры на пост министра обороны, генерал-полковника в отставке депутата Андрея Николаева. Думаю, что это делается специально для того, чтобы расшатать высшее руководство вооруженных сил, посеять какую-то неуверенность у тех людей, которые выполняют сегодня сложнейшие задачи на Северном Кавказе. Ведь на самом деле, если верить слухам, только за этот год в отставку должны были уйти сразу несколько высокопоставленных военных, участвующих в операции в Чечне. Командующий западной группировкой войск Владимир Шаманов, командующий восточной группировкой Геннадий Трошев, и вот сейчас Игорь Сергеев, министр обороны. Антон Верницкий, Иван Филатов, ОРТ. Масштабная операция по уничтожению боевиков в Чеченских горах начнется, по всей видимости, через несколько дней. Это время необходимо, чтобы дать войскам отдохнуть перед сражением и потянуть к передовой резервной части. Пока же оборудованные позиции экстремистов в Аргунском и Веденском ущельях подвергаются интенсивным ударам с воздуха. Сегодня федеральная авиация применила мощные полуторатонные так называемые объемно-детонирующие бомбы. Эти боеприпасы, как особо подчеркивают российские военные, не запрещены международными конвенциями. Тем временем в предгорьях Чечни войска уничтожают бандформирования, сумевшие вырваться из блокированного Грозного. Основные бои шли в районе населенного пункта Катыр-Юрт. Судя по кадрам, которые мы получили оттуда, сопротивление боевиков на этот час полностью подавлено. Катыр-Юрт. В этом селе войска западной группировки блокировали крупный отряд боевиков, покинувших Грозный. В результате двухдневного боя 115 бандитов уничтожены, 3 попали в плен. Отчаянная попытка полевого командира Руслана Гилаева вырваться из Катыр-Юрта бесславно закончилась у соседнего селения Гейхичу. Здесь под ураганным огнем артиллерии погибло еще 80 бандитов, 40 человек задержаны милицией. И это лишь эпизод крупномасштабной спецоперации по поиску и уничтожению разрозненных групп экстремистов, уцелевших после разгрома в Грозном. Ранее планируемый замысел для того, чтобы предоставить возможность бандитам якобы выйти из Грозного, удался. Нам удалось выманить бандитов из Грозного, вывести их на равнинную часть и постоянным преследованием, проведением специальных операций с элементами войсковых уничтожить за неделю более 1000 бандитов. Отдельным группам боевиков все же удается прорваться в горы, но лишь ценой огромных потерь. О том, чтобы соблюдать традиции и самим хоронить своих погибших, больше нет и речи. Этим заняты российские военные похоронные команды. Некоторые пленные полны запоздалого раскаяния. Я и в России неплохо живу. Я всю жизнь в России живу. Сейчас на главенствующих высотах в Аргунском ущелье высаживаются тактические десанты. Новая задача для войск – блокировать боевиков в отдельных высокогорных зонах. Петр Филь, Евгений Голуб, Натив Каджиметов, ОРТ. Один из наших корреспондентов, работающих в зоне боевых действий, Алик Абдулгамидов, сегодня во время выполнения задания встретился с человеком, который утверждал, что на днях помогал переправить Салмана Радуева в Турцию. Однако проводник из-за опасений за свою жизнь категорически отказался повторить это на камеру, даже встав к ней спиной. Напомню, Радуева не было в списке погибших в боях за Грозный чеченских полевых командиров, который обнародовало российское военное командование. Тем временем в чеченской столице еще остаются до 300 боевиков. Их сопротивление, как сообщили Интерфаксу в штабе объединенной группировки, носит очаговый характер и централизованно не управляется. Военные полагают, что эти боевики ждут возвращения беженцев, чтобы, смешавшись с ними, безнаказанно покинуть город. С учетом этой обстановки в Грозном за последние сутки развернуто около полусотни блокпостов. 8-я бригада внутренних войск после короткой передышки снова в Грозном. Сейчас военные заняты организацией блокпостов на основных городских магистралях. Этот блокпост расположен в здании бывшей парикмахерской. И солдаты шутят, что в случае нападения боевиков они запросто смогут их подстричь автоматными очередями. С сегодняшнего дня Грозный переходит под контроль внутренних войск. В городе уже не слышны перестрелки, но подразделения находятся в постоянной боевой готовности. После упорных боев солдат настораживает ночная тишина. Сохраняется вероятность прорыва боевиков. Ночью это чувствуется. А что ночью происходит? Службу несем. Одни, тишина. Страшновато.
Прочесывание улиц и домов по старой памяти ОМОНовцы называют зачистками. Но теперь, кроме обнаружения мин и оружия, они получили приказ помогать мирным жителям. Тут в основном никого нет, кроме женщин. Ходят тут рядом. А в домах уже все обошли, тоже пусто. По официальным данным, сейчас в городе живет 20 тысяч человек. Многие из них не хотят уезжать из разрушенного Грозного. А куда я пойду? Я 30 лет лишена. Останемся. Землянку вырою и останусь с детьми. Дети никуда не хотят. Мы приедем послезавтра, с детьми приедем. И будем там жить. А не страшно оставаться? Почему? С вами не страшно, будем вместе жить. За последние сутки военные развернули в Грозном 50 блокпостов. Они располагаются в зоне прямой видимости друг от друга, чтобы в случае опасности поддержать соседей огнем. Их задача проверять, значит, соответствующие машины, которые будут двигаться. И самая главная задача – это не допустить проникновения в город с равнинной, а также горной части территории боевиков, для того, чтобы снова здесь возникли перестрелки. 4-месячная Лимана родилась здесь, в подвале, под звуки бомбежек и разрывов снарядов. Время от времени в Грозном и сейчас раздаются взрывы. Саперы уничтожают мины, установленные боевиками. Но эти взрывы уже не уносят человеческие жизни. Олег Шишкин, Евгений Величко, Вениамин Горяинов и Федор Юрасов, ОРТ, Грозный. Новые десанты выброшены в горах на юге Чечни. Продвижение войск пытаются остановить отборные чеченские отряды. Солдаты рассказывают, что эти чеченцы в белых маск-халатах идут в атаку при полном молчании. Сегодня бои шли в Аргунском ущелье. С Восточного фронта наши корреспонденты Алексей Веселовский и Игорь Малышев. Аргунское ущелье. Отсюда до границы с Грузией около 15 километров. Но единственная дорога, связывающая Чечню с этой республикой, надежно перекрыта федеральными войсками. Сейчас армейские части движутся к Дуба-Юрту, входу в Аргунское ущелье, сужая кольцо блокады вокруг боевиков. По данным командования федеральными силами, группировки российских войск, ведущие боевые действия в Аргунском ущелье, противостоит до 3000 боевиков. Они хорошо вооружены, закрепились на выгодных для себя позициях, держа под прицелом низины. В горах боевики даже делают сквозные пещеры, подобраться к которым очень сложно, а уничтожить можно только прямым попаданием снаряда. С этих сопок и снайперских винтовок боевики обстреляли батальон мотострелков. Местные жители говорят, что боевиков и близко не подпускают. Хотя у собратцев есть данные, что в селе не все так просто, и кое-кто спрятался на время зачистки. Военные говорят, что здесь обнаружено большое количество ворованных машин. Да, очень большое количество. Почти в каждом доме находятся машины без документов. Все это говорят о том, хозяева говорят о том, что это оставили, скажем так, тоже оставили, беженцы, которые ушли обратно в свои села, и сейчас их не найти. Вот здесь вот находится Волга, Бэха, здесь Семерка. И везде, везде. Вот я не хочу сказать, что этот трактор такой же, но в принципе вероятнее всего да. Насколько тяжело российским войскам вести боевые действия в горах, можно понять, пролетая по ущельям на вертолете. Сверху видно все многообразие перевалов, сопок и горных кряжей. Почти все они закрыты лесами, это вносит дополнительные трудности. В белом маск-халате на расстоянии километра человек практически не видим. Боевики этим пользуются и выходят к позициям войск почти вплотную. Наносят удары и тут же отходят. Они же пытаются что-то, значит, сделать. Кто они? Кто? Ну кто, боевики. Ну вы пытаетесь. Потом мы здесь и стоим. Солдаты говорят, что так или иначе боевикам удается обходить с флангов части российской армии. Отряды боевиков замечены в 6 километрах отсюда у села Шаро-Аргун и к югу в 10 километрах у села Кири. Боевики тянутся в села, там можно отдохнуть, поэтому отряды СОБРа наведываются уже в 3-й раз. Нужно было это сделать для того, чтобы лишний раз убедиться, что здесь никого нет. Алексей Веселовский, Игорь Малышев, телекомпания НТВ, Чечня. Сегодня же военные сообщили, что из гранатометов был обстрелян центр Ачхой-Мартана. И также группа боевиков проникла на станцию Червленая Узловая. Это железнодорожная станция, которая вообще находится в глубоком тылу федеральных войск, выше реки Терек. Селение находится в 25 километрах к северу от Грозного. Тем не менее, появившиеся в селении боевики обстреляли заставу ОМОНа из гранатометов. Бойцы ОМОНа открыли ответный огонь. Бой шел около часа. Затем нападавшие отошли к Тереку и скрылись в лесу. Коммуникации федеральных войск растянуты. Они проходят по не очень надежным территориям. И военные говорят, что в любой момент опасаются удара в спину. Боевиков продолжают искать и в Грозном. Репортаж Алексея Поборцева и Евгения Ковалева. Один из центральных блокпостов разместился у Романовского моста, недалеко от площади Минутки. Солдаты обустраивались в парикмахерской, а боевую машину пехоты замаскировали в соседней булочной.
С сегодняшнего дня город Грозный перешел под контроль внутренних войск. Армейские части отсюда ушли, а внутренние войска развернули систему блокпостов по всему городу. На одном из этих блокпостов будет служить и стрелок Раис Мустафин. За операцию по взятию города его представили к званию Героя России. Для Раиса это был первый в жизни настоящий бой. Утром спали все на посты выставились, смена произошла. Я ушел спать в комнату. И началась такая стрельба, уже там все стреляли. И кто-то кричал со второго или с первого этажа: "Дующий", говорит, "дующий". Я думаю, что за дующий, что это такое? Ничего не было боя, ни разу не видел боя, никого там не слышал. Потом начались такие громкие голоса: "Аллах Акбар". И взрывы пошли по комнатам, по всем. Гранаты закидывали. Я побежал на второй этаж, сел на свою больницу, взял пулемет и начал обстреливать. В том бою Раис уничтожил больше 10 боевиков. В Грозный начали возвращаться жители. Беслан и Татьяна Гапураевы вышли из города 3 декабря. И сегодня вернулись, чтобы посмотреть, что стало с их квартирой. Их дом находится в центре, недалеко от проспекта Ленина. Когда мы поднялись вместе с ними на 3-й этаж, Беслан долго пытался открыть ключом дверь. Делал ремонт сам. Сейчас увидимся внутри. И вот опять. Будь они прокляты все. Но оказалось, что для того, чтобы войти в квартиру, ключи больше не нужны. Мебель лежит, да? Мебель лежит, а остальное все ограбили. Рядом с домом находилась резиденция Мавлади Удогова, и огонь по этому району велся особенно интенсивно. Возвращаться домой семье Гапураевых теперь нет никакого смысла. Саша, Тома, не езжайте сюда. Все разбито, ничего нету. Алексей Поборцев, Евгений Ковалев и Андрей Бельдянов, НТВ из Грозного. Сегодня военные заявили о возможности применения на юге Чечни в горах бомб объемного взрыва или вакуумных. Напомню, каков принцип действия этого оружия. Он выглядит так. Контейнер содержит специальную смесь и производится 2 взрыва один за другим. Первый взрыв рассеивает тяжелый газ. Он расползается по земле и проникает во все складки местности. Затем срабатывает детонатор, и он подрывает всю эту горючую смесь. В результате на этом участке остается только выжженная земля. И вот сегодня в Москве командующий военно-воздушными силами Анатолий Корнуков заявил журналистам, что такие заряды не запрещены международными конвенциями, и, возможно, их будут применять вместе с тяжелыми бомбами. Возможно, может быть, они не запрещены и никакими конвенциями не регламентируются. Поэтому возможно применение. Как на то будет принято решение командования объединенных группировок. Будет применяться повышенной мощности, больше калибр, чем на равнинной местности. Это понятно. Почему? Будут 500-килограммовые и 1,5-тонные бомбы будут применяться. Дальняя авиация применяться не будет. Достаточно для этого тех сил, которые там есть.